Очередное заседание сессии парламента началось с обсуждения крайне острой темы необходимости принятия закона о домашнем насилии. Катализатором дискуссии стала недавняя трагедия в Гулрыбском районе, которая потрясла все общество. Депутаты признают, в республике существует серьезный правовой вакуум. Специализированный закон отсутствует. Проект закона о домашнем насилии, он у нас не рассматривался, он даже не зарегистрирован. И я бы, честно говоря, естественно, с вашего позволения, одобрения, предложил бы на ближайшем комитете в каком-то виде начать поднимать этот вопрос, потому что действительно все общество было взбудоражено. И я считаю, что наша задача – это предотвратить подобные случаи, а не ждать очередного прецедента. Конечно, эти вопросы должны рассматриваться. Рашида Азаретовна, наверное, на площадке вашего комитета предлагаю в ближайшее время организовать обсуждение. Старый проект, который был в 6-м созыве, есть письмо обращения уполномоченного по правам человека. Анна Скишмаря, кстати, она с докладом будет выступать на следующей неделе. Пригласить представителей всех профильных служб уполномоченного по правам человека, администрацию президента, понятно, и все эти вопросы обсудить и выработать правовой путь. Парламент принял во втором чтении важные поправки к закону о местных выборах. Изменения напрямую касаются формирования избиркомов. Как подчеркнул Дауд Хутаба, законопроект закрепляет исключительное право на агитацию и участие в избирательном процессе только за гражданами Абхазии. Кроме того, порог в составы комиссий на местах в 25 лет для их членов отменен. Войти в состав избиркома в своем районе теперь может любой гражданин, обладающий правом голоса. При этом порядок выдвижения кандидатов остается прежним. Их могут предлагать политические партии, трудовые коллективы и собрания жителей. Участниками избирательного процесса являются теперь только граждане Абхазии. И там прописано, кто являются участниками избирательного процесса, и в том числе и люди, которые занимаются агитацией. Парламент окончательно утвердил новые размеры госпошлин по искам о праве собственности и сносе незаконных построек. Теперь плата за подачу такого заявления в суд будет фиксированной: 2000 рублей для граждан, 3000 для предпринимателей и 6000 рублей для юридических лиц. Закон принят в окончательном чтении. Иностранцам запретят работать в такси. Парламент окончательно принял закон, который позволяет правительству ограничивать труд иностранных граждан в определенных отраслях. Первая мера коснется пассажирских перевозок. Теперь водителем такси в Абхазии может быть только гражданин республики. Новые правила направлены на защиту местного рынка труда и поддержку трудоустройства жителей страны. История вопроса. Это когда в соответствии с поручениями президента, Кабинету министров, разрабатывались изменения в положение о лицензировании перевозок, транспортном обслуживании, то есть в сфере такси, и с тем, чтобы установить ограничения на привлечение иностранных граждан в качестве водителей такси. Пенсионные права таможенников уравняли с остальными силовиками. Парламент окончательно принял закон, который вводит единые стандарты начисления пенсий для всех силовых ведомств. Теперь для сотрудников таможни, защищавших Абхазию, будет действовать более справедливый механизм учета выслуги лет. Это решение устраняет правовое неравенство между различными категориями ветеранов силовых структур. В Абхазии впервые появится закон о кино. Парламент принял документ в первом чтении. Новые правила определяют статус национального фильма и вводят систему господдержки. Дебютные картины государство профинансирует полностью, остальные проекты на 70%. Расходы на участие в международных фестивалях власти смогут брать на себя на все 100%. Также закон вводит платные разрешения для иностранных кинокомпаний, желающих проводить съемки на территории республики. Парламент поддержал местных производителей, освободив ввоз промышленного оборудования от налога на добавленную стоимость. Речь идет об уникальных станках и запчастях, аналоги которых не производятся в Абхазии. Это решение позволит снизить налоговую нагрузку на бизнес и поможет предпринимателям быстрее запускать новые заводы и цеха. Я хочу, чтобы коллеги знали, мы проводили комитет, приглашали представителей Государственного таможенного комитета. В свое время, когда оформлялись эти перечни оформлялись целыми группами, без
кодов товаров конкретных, без определения конкретных товаров, которые будут освобождаться, в том числе от ввозного НДС. Данный проект постановления позволяет конкретизировать те коды товаров, которые можно вводить без взимания ввозной таможенной пошлины. И я знаю, что есть коды товары, которые подпадут под, выделив вот эти вот конкретные коды товаров, и попадут под таможенное регулирование, да. В рамках сессии депутаты парламента приняли решение о награждении народного художника Абхазии Батала Джапуа почетной грамотой парламента, отметив его исключительный вклад в национальную культуру и сохранение исторического наследия. Гугуца Вардания, Камила Джапуа, Абхазское телевидение.